Уважаемые зрители, прошу занять свободные места. Совсем скоро мы уже начнем наш спектакль. Сегодня для вас будет играть театр роли города Ижевска. Мы представим вам премьерную постановку «Брак». Наш театр существует всего лишь полгода, и это наша вторая постановка. В скором времени вы сможете также увидеть и нашу первую постановку, которая называется «Жаркая Италия». Но именно сегодня вы свидетели нашей премьеры. Спектакль длится 50-55 минут, так что наберитесь терпения и ваши бурные аплодисменты для наших артистов. Уважаемые зрители, сегодня наш театр роли с радостью представляет вашему вниманию премьерную постановку «Брак». «Брак» — это спектакль о семейных отношениях, где мы будем затрагивать один из важных вопросов жизни миллионов семей. Убедительная просьба перевести телефоны в беззвучный режим или включить режим авиаполета, чтобы насладиться нашим сегодняшним свадебным полетом. Вы перевели телефон в беззвучный режим? Приятного вам просмотра. Мы начинаем. Поехали в баню! Почему ее нельзя оставить тут уже? Давай, пожалуйста, давай. Нормально, Сейчас нормально? Сейчас я посмотрю. Так, все, отлично, мальчики, арку несем, давайте готовимся, мы уже начинаем. Ну, смотри, как ты думаешь, она прямо стоит, как думаешь? Давай арку поставим. Давай, мальчики, арку я жду, давайте. Энергичный, давайте, действуйте энергично. Она тяжелая, энергичная. Вы так медленно работаете. Она тяжелая. Как вы хотите, я вас верю, вы молодцы. Так, немножко сюда, немножко. Да? Чуть-чуть, нет, чуть-чуть правее, давайте. Чуть-чуть, буквально, немножечко. Вот так. Все, спасибо, благодарю. Ну что, готовы? Все на начало, на начало. Дорогие молодожены, сегодня знаменательный, необыкновенный день. Сейчас здесь, в этом зале, совершится событие, которое запомнится вам на долгие-долгие годы и которое изменит всю вашу жизнь. Никогда не забывайте об этом волнительном мгновении. Относитесь друг к другу заботливо, чутко. Берегите пугливую птицу счастья, которая слетела сегодня к вам в руки. По вашему свободному желанию и обоюдному согласию, в соответствии с законом, объявляю вас мужем и женой.
Вот для чего вы таскать постоянно? Бюджет ограничен. Боже мой, не могу я так больше уже. Кошмар. Ой, только на тело все. Людочка, Людмила, подойди, пожалуйста. Ага. Дайте мне писак. Давай мы с тобой сейчас немножко переиграем. Давай, пожалуйста, срочно выстреливай 32-ю пару. Хорошо, Зинаида Зинаидовна. После 32-й запускаем неочередный как это, Пантелеев Кондратьев. Да побойтесь Бога, Зинаида Зиновьевна. У нас мы и так отстаем от вообще, что такое? А вы опять очередную подбрасываете. А ты считаешь, вот этой невесте стоит целый час тут на глазах у всех маячить? Давай, мне очередной. И, подожди, а Рая где у нас? Выскочила перекусить. Какое перекусить? Вы не видите, что у нас творится? У нас полный дворец. Но она с утра не ела, ничего. Подумайте, я ела. Так, все, ты на поздравление. Иннокентий, идешь на лестницу, встречай там гостей. Ну давайте чайку. Да, все хорошо. Я не могу, слушай, у меня уже вообще голос сел. Чайку будет великолепно. Ну всё, всё, сейчас И Рая сделаю. вернется, давай ты так быстро запись. Сделаем, сделаем. Всё, давай. Алло, здравствуйте. Дворец бракосочетаний. Да. Каждый день с 8 до 22. Готова вас записать? Подумайте еще. Да, конечно, подумайте. И я понимаю, дело ответственное. Всего хорошего. До свидания. Привет. Слушай, я тебе звонила раньше, но связи не было. Да, говорят, авария какая-то сломалась. Не ругайся, пожалуйста. Мы сегодня снова задержимся. Да, у нас полный дворец, женихи, невесты, все как обычно. Ужин на плите, а в холодильнике тебя ждет вкусненький сюрприз. Не ругайся. Да, конечно. Целую тебя. Я тебя тоже целую. Пока. Да, целую. Пока. Пока-пока. Пока. Ты знаешь, у меня всегда было много ухажеров. Бывало так, что я шла на учебу, и около меня останавливалось 2 или даже 3 машины. Но со своим мужем я познакомилась совершенно по-другому. Я была дома и готовилась к экзамену. Ко мне пришла подруга и сказала: бросай ты свой экзамен. Мы сейчас поедем купаться. Представляешь? Да. И сейчас заедут за нами такие классные парни. И парни действительно приехали и сказали, что нам надо заехать еще за одним. И мы заехали. И представляешь, куда они меня привезли? В гараж. Мы заезжаем, туда стоит машина, из-под нее торчат ноги. И вот эти ноги выходят, и там черное лицо, черные руки. Но когда он посмотрел на меня, и я увидела его синие глаза и белоснежную улыбку, ты знаешь, я влюбилась с первого взгляда. У наших детей точно такие же синие глаза, как у него. И в этом году мы отмечаем 24 года совместной жизни. И знаешь, что я поняла? Когда дети становятся взрослыми, жизнь только начинается. Ты же чайку не обещала. Ой, простите, перенеси, пожалуйста. Да, будь добра. Спасибо. Надя, я вообще не понимаю. Объясни мне, пожалуйста, какая такая необходимость идти в ЗАГС на костылях со сломанной ногой? Подождать нельзя было, что ли? А может, мы вообще-то что-то не знаем с отцом? Здравствуйте. За Здравствуйте. регистрацию? Да. Как фамилия-то скажите, пожалуйста. Корниловы. Корнилова Ичерна. Очень приятно. А меня зовут Зинаида Зиновьевна. Вы, пожалуйста, располагайтесь. Этот зал у нас для гостей. Ваш номер будет, запомните, пожалуйста, 34. Поэтому располагайтесь, будьте как дома. Я же не единственная сегодня регистрируюсь. Да вы не переживайте. У нас и комната их несколько, поэтому у вас будет время, чтобы попрощаться с вашими девичьими мыслями. А жениха не вижу, что жених. Скоро будет. Хорошо, отлично. Как только жених появляется, пожалуйста, сразу же ко мне с паспортами, буду вас ждать. А чайку, кофейку, воды? Водички. Отлично. Чтобы не Тогда принесу. Всё. Если что, водичка будет там. Да, спасибо. Наденька, может ты наконец-то теперь нам скажешь, что за странное у тебя такое решение? По-моему, решение выйти замуж для девушки вовсе не странное. Тайком подавать заявление, скрываться, молчать, сообщать обо всем нам с матерью чуть ли не последний день. Это так на тебя не похоже. Тем более
выходишь замуж неизвестно за кого. Мы его даже не знаем. Почему неизвестно? Гриша у нас бывал, с его матерью мы недавно познакомились. Ты знаешь, лучше бы и не знакомились. Да и Гриша твой мне как-то не очень-то нравится. Да ты это уже говорила. А как же Валентин? Мы были уверены, что ты выйдешь замуж Да, за кстати. Валентина. Давайте не будем об этом. Скажите, вообще вы рады, что я выхожу замуж? Давайте вот сейчас не о Грише, я знаю, что он вам не нравится. А вообще рады? Но вообще-то каждая мать рада выдать свою дочь. Ну это каждый, а ты? Ну, не знаю. Какой-то посторонний мужчина вдруг становится для любимой дочери родной важнее, чем папа и мама. Ну, знаешь, вот тяжело это, когда дети начинают отдаляться от родителей. Вот сестра твоя Вера вышла замуж, и мы стали совсем мало общаться, как-то отдалились. Да вы раньше-то не очень ладили. Ну, Вот в том-то и дело, моя дорогая. Надрываешься, растишь вас. А теперь вот и ты от нас уходишь. И останемся мы с отцом вдвоем. Но ты знаешь, у нас с твоим отцом было очень интересное романтическое знакомство. Это был далекий-далекий год, я тогда была студенткой и приехала на каникулы в один очень красивый город на берегу Черного моря. Там было очень много военных моряков. И был дом офицеров флота, там были танцы. Вот однажды один теплый летний вечер играла музыка, играл вокально-инструментальный ансамбль. Я, конечно же, танцевала, а он стоял и смотрел. Стоял и смотрел и не подходил. Почему же он не подходит? Ну, я надеялась, что он пойдет меня провожать. Он пошел, но он так и не подошел ко мне. Правда, он нашел способ со мной познакомиться. Помнишь, да, Миша, ты, наверное, до квартиры проводил меня? А однажды на нашей любимой лавочке у нас было свидание. Он принес мне букет цветов. Я его как-то неловко взяла, он у меня упал. А проходящий мимо пожилой мужчина сказал: сынок, это к счастью. А ведь действительно это к счастью. Правда, Миша? Потому что потом была наша свадьба. И родились наши замечательные девочки. Ну почему же вы останетесь одни? Мы же пока все вместе жить будем. Ладно, ладно. Кстати, поздоровайся-ка вот со своей новой мамой. Здравствуй, доченька. Как я рада, ты даже не представляешь. Здравствуйте, Мария Николаевна. Здравствуйте. какой. Платье у вас просто отпад. Какая ты красивая сегодня. А где Гришка? Ну, тоже интересно. Тоже хотели знать. Ах, да. Гришу-то я одна растила, так уж получилось. Отец, конечно, его тот еще самец. Мы когда с ним познакомились, нам было по 22 года. Я когда только институт закончила, приехала, на работу устроилась. А тут он к нам приехал на работу устраиваться. Обаятельный такой, плечи широкие. Да, было времечко. Ну, собственно говоря, так и познакомились мы с ним. А он ухаживать начал за мной. Как он красиво ухаживал. Цветы охапками дарил. Ну тут я, конечно, сдалась. Влюбилась в него. Да. Ну так у нас все далеко зашло. Забеременела я. И родился Гришенька. Помню, он тогда приехал на Волге за нами в роддом с огромным букетом роз. Умел он создать впечатление, конечно. Но только до свадьбы у нас так и не дошло. Закрутил он роман с другой. Ну и послала я его к черту. А что делать? Сына поднимать надо, на ноги ставить. Он, конечно, помогал. Тут я ничего плохого про него не скажу. Но измены я его терпеть не захотела. А сын вырос, самостоятельный стал. Пора мне о личной жизни подумать. 40 лет. Жизнь только начинается. Записалась на танцы. Всем добрый день! Здравствуйте, здравствуйте. Как наше настроение? Отлично. Сегодня танцем мы затронем струны нашей души. Танец — это энергия. Танец — это
Душа. дыхание. Танец — это свобода от нашей бытовой жизни. Танец — это наслаждение. Поэтому делаем глубокий вдох и с глубоким выдохом отпускаем все свои проблемы, которые остались там, за пределами нашего танцпола. Начнем, как всегда, с разминки. Разогреем руки, активнее, чтобы было горячо. Шея, плечи. Не забываем про бедра. Так, молодцы. Теперь повторим основной шаг. На счет повторяем за мной. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вперед. 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поворот. Еще. Молодцы. Так, а теперь попрошу всех встать в пары. У всех ведь есть пара. А где ваша пара? А у меня нет пары. А ничего страшного, сегодня я буду вашим партнером. Дамы встают напротив своих партнеров. Партнер нежно обнимает свой дам. Начинаем. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Esquivo el fuego, quiero caer de nuevo en ese fuego de locura, hipocresía total. Завертелась. И я влюбилась. В танцы. А где тут у вас можно руки помыть? Смотри на себя. Что ж за обувь какая? Где ты вообще ходил до 4 утра? Не понимаю вообще. Ты же весь мятый, посмотри на себя. Где? Где? В Караганде. Мальчик. На мальчишник он ходил, тебе сколько лет? Важно. Важно. Ну не задержались немножко. Немножко? Нашу свадьбу вспоминали. Рассказывал Гриша. Веди себя нормально, ладно? Так, погоди. Ты чё? Чем у тебя пахнет? У тебя дымом пахнет? Вы же в бар ходили. После бара пошли в баню, так? Мы сходили в баню. В бане были бабы. Были? Были? Сколько? Вот Одна, она была. И вот это вот тоже вот была. Что вы улыбаетесь? Ты там был, да? И ты была? Знаете его, да? Знаете? Что ты глазками стреляешь? Так иди сюда. Иди сюда. Вера, Ты что? А ты что? А тебе женатые мужики нравятся, да? Нравится? Да? Вера, держи себя в руках. Ты что ее защищаешь? Что происходит? Ты сумасшедшая! Сама ты сумасшедшая! Вера, Подходи ко мне. Вера, Подходи. возьми конфетку. Давай. Ай, Наденька. Наденька, какая ты... Какая ты красивая, Наденька. Как ты себя чувствуешь? Какая ты взрослая стала, Надя. Недавно же ее в садик водил. Я правда думала, что я твоя мама. Иногда. Все-таки 7 лет разница. Чего ты как взвинченная? Я взвинчена. Ты такой сюрприз нам устроила. Мы вообще твоего Валентина уже мужем считали. Откуда этот Гришка нарисовался вообще, Надя? Вот зря я вовремя внимания не обратила. Здорово, что Антон приехал. Привет, Надя. Ну и было. Понятно. Опять поссорились? Да не то, что было. Я вообще как снова не развелись. Вера, давай, 3 раза вдохни и выдохни. Давай. Вдох. Вдох.
для тебя. А где вообще все гости? Скоро приедут, рано. Рано еще. Ты у нас так, Наденька, сестренка, что мне тебе сказать? Замужество — это дело серьезное, ты же знаешь, да? И здесь главное — подставить тебя сразу как надо. Все держу в своих руках. В обиду себя не давай. Пить ему не давай. За нарушение режима расстрел без предупреждения. А что вы смеетесь? Что тебе смешно, Надя? Муж, даже если любимый, всегда немножко враг. Может, даже самый главный противник в жизни, Надя. И здесь надо уметь побеждать. Может, наоборот, надо уметь уступать. Нет, ты мне лучше скажи, сейчас реши, выходить тебе вообще замуж или нет. Если я его люблю. Люби себе на здоровье. Замуж-то зачем выходить? Встречаетесь, пока не пройдет. Может, не пройдет. Надя, ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Тебе всего 22 года, Надя, посмотри на меня. А 20-е годы для женщин — это самые ответственные годы, Надя. Здесь надо и судьбу устроить, и профессию получить. Это у мужчин все нормально. 5 лет раньше, 5 лет позже, да? Нам медлить нельзя. И ошибки делать нельзя, Надя. Ира, успокойся, через 20 минут регистрация. Не будет никакой регистрации. Будет, конечно. Не будет. Так, Куда? куда ты ее опять Что потащила? происходит? Ты уже здесь. Мама с папой пришли пораньше, чтобы объяснить мне, какая должна быть идеальная жена. Да, я уже представляю. Наташа Ростова, Татьяна Ларина, да, мама? Прекрасные образцы для подражания. Да. Только слегка полинявшие. Насколько я помню, Татьяна милый идеал. Ей борщи варить не приходилось, детей обстирывать не приходилось. Все, что от нее требовалось, это не очень быстро надоесному мужу-генералу, да? Да, Вера. Признаюсь, я должна была воспитать тебя получше. Миша, Я здесь, раз мы. где мой кошелек? Меня? Антонина Прокофьевна ждет нас в кафе. Мы хотим выпить кофе. Ты, кстати, с нами? Да, Ну да, так да. пошли, чего ты Пойдем. тут стоишь? Я с вами. Пошли. Вера, будь с мамой помягче, я же тебя много раз просила. Я понимаю. Но ты же видишь, как она любит учить, как она пристает. Ты же видишь? Вот приходится сопротивляться. Ты мне лучше скажи, что ты решил? Как бы тебе объяснить? Все твои советы нацелены на то, чтобы меня в жизни лучше устроить. А что у меня в душе, ты не понимаешь. И вообще, если на то пошло, я тоже могу дать тебе совет. Ого, Надя учит жить, это что-то новое. Давай. Ну что молчишь? А есть ли смысл? Ты ведь привыкла сопротивляться. Давай, рискни. Ну ты все чего-то ищешь где-то. А ты попробуй сначала найди себя, понимаешь? Разлад у тебя внутри, а ты пытаешься поправить дело тем, что меняешь платье и мужей. Платье и мужик? Только не обижайся, ладно? Ничего. Когда цыпленок пищит, курица сидит и слушает. Корнилова, быстрее паспорта. У нас пошла уже 32-я, скоро ваша очередь. Вы идете у нас за Мурашкиным. Запомните, пожалуйста. Сейчас паспорта, да. Вот, А, вот, где? вот Гриша. Так, отлично. Где жених? Жених? Его пока нет, скажите, прошу прощения. можно пока оформлять, пожалуйста? Ну, без жениха нельзя, не положено. Сейчас я позвоню. Я думаю, что машина просто задержалась. Странно. Абонент почему-то недоступен. Ну, я думаю, что скоро будет. Минут 10, я думаю. Так, давайте тогда так. Как только жених появится, вы сразу же ко мне. Я вас жду. А вы поэнергичнее жениха своего ищите. Энергичнее. сейчас найдем. Жду. Сейчас Сразу же ко мне. Мгм. Можно вас на минуточку? Меня зовут Лариса Анатольевна, ну можно просто Лариса. Я социолог из университета, а во Дворце бракосочетания я провожу научные исследования. Вы мне поможете? Я? Да, вы не бойтесь. Вам надо будет ответить всего на несколько вопросов. Ну, что там написано? Кто из супругов, по вашему мнению, должен вести домашнее хозяйство? Кто должен быть главой семьи? Кто должен распоряжаться деньгами?
Еще несколько вопросов. Ну, какая-то ерунда. И как ты можешь вообще отвечать на такие вопросы, если ты вообще не замужем? Действительно. Уж лучше я Нет, запомню. нет, нет, это только не весь. Да, я посмотрю. Ну, некоторые считают, что это не наука. Но если... Зачем это? К чему эти вообще анкеты? Для чего они нужны? Ну, предположим, Надежда считает, что хозяйством они должны заниматься вместе с мужем. Финансами должна распоряжаться она, а свободное время они должны проводить вместе в театр и в кино. А ее муж считает, что финансами будет заведовать он, свободное время он будет отдавать телевизору, телефону и футболу. И что мы видим? Сомневался. Мы видим несостоятельность данного брака. Выходит, вы даже можете предсказать, какая пара разведется, а какая нет? В какой-то степени да. Но заполнять анкету надо самостоятельно. Пойдемте, я вас провожу. Ну, конечно, еще куда-то потащила ее. Вот заняться больше нечего, как этими анкетами. Всегда. Ерунда какая-то. А вот уж за свадьбу краснеть не придется. Стол на 200 человек накрыт. Все будет. И рыба заливная, и язык. А торт вообще на 28 килограмм. Напрасно вы такую свадьбу затеваете, напрасно. Купечество какое-то. Вот эти деньги лучше отдать молодым. Пусть устраивают. Между прочим, и горячее тоже будет. Я сначала думала, судак Орли или котлеты по-киевски. В общем, будет и то, и другое. Вы знаете, по-моему, свадьба – это дело семейное, интимное. Созывать целую толпу, ну, я не знаю. Да что же вы думаете, неужели я единственному сыну свадьбу не сделаю? Да меня весь город знает. Неужели я людей не порадую? И вообще, столько было хлопот и с рестораном, и с музыкой, и не только. Гриша не приехал еще. Я уверена, что-то случилось. Да не говори ерунды, что могло случиться? Сейчас явятся все как один. Ребята, здравствуйте, наконец-то! Скажите, что пора меня преподавать, в ресторан опаздываем. Здравствуйте. Хотя нет, пусть лучше вместе с Надей сюда придет. Все же установили, волноваться начала. Что не делается, золото мое. Все живы-здоровы. Ну что вы стоите, смотрите? Гришу зовите. А где он? В смысле? Вы его не видели? Что за новости? Куда вы дели жениха? Поломки, конечно, бывают. Ну, хорошо, я могу подождать. Ровно 15 минут. И ни секунды больше. О, отлично, И Надя, только смотри, слишком жених много. появился. Так, Надя, где ваш жених? Его еще нет, понимаете, не поладили хотелось с бы транспортом. Скажите, пожалуйста, а бывает такое, что кто-то не приходит на свое бракосочетание? Ну, слушайте, сколько угодно, то жених, то невеста, ну, Надя, я уверена, ваша обязательно появится. Людмила, Людмилочка. Так, слушай, ставим на ковер 35-ю. Корнилова Черных? Пропускаем. Совсем? Пока. И шампанское организуй, пожалуйста. Сейчас все будет. Извините, пожалуйста, можно Да-да-да. вас? Да. Чем могу вам помочь? Да? Столько народу. Не говорите, Сейчас да? полный дворец. А здесь, давайте да. вот сюда. Да, пройдем. конечно. Чем могу помочь? Знаете, как-то прям даже неловко, не знаю, с чего начать. А понимаете, жених моей дочери опаздывает. Нельзя ли, пользуясь случаем, отменить экскурсию? Подождите. Что значит отменить? Понимаете, я против этого брака. Там такая ужасная вульгарная семья. Да и Надя, по-моему, уже жалеет. Я вас очень прошу. Как мать, я вас отлично понимаю. Но такая просьба может исходить только от вашей дочери. Но вы же можете это сделать своей властью. Я, к сожалению, не могу. Закон запрещает нам влиять на решение граждан. Простите, но я не могу. Скорее на поздравление. Тороплюсь. Ну, я больше не могу. И где этот
кто-нибудь может мне что-нибудь объяснить? Мама, успокойся, тетка, у тебя разболится голова. Она мне уже и так болит. Я, конечно же, знала, что ваш сын глуп, как улитка. Но не до такой же степени, но всему же есть предел. Слушайте, вы не кипятите здесь, пожалуйста. Я еще По поводу моего сына на полтона ниже. К вам родные не набивались. Мы тоже, кстати. Да мы к вами подавно. Батя, прошу вас. Я сейчас ему позвоню и все узнаю. Подожди, я сама позвоню. Хотя, конечно, недоступен. Тогда я поеду. Да подожди, Господи, сядь и сиди. Невеста как царица должна быть. Да не даже мать должна прислуживать. Я сама поеду. Хотя нет. Явится без меня. Я лучше в ресторан позвоню. Скажу, чтобы без нас начинали. Как это без нас? Ну а что делать? Не сидеть же людям, как дуракам за накрытым столом. Голодными. Интересно, Посмотрю я на этих молодоженов. Таких еще зеленых, неприспособленных, но воображающих себя взрослыми. Вот смотрю и думаю, вот куда вы торопитесь? Хлебнете вы еще этой жизни с избытком? Ну, и где же твой рыцарь? Где же Он сейчас будет. О, вот кажется, и они! Где? Нет, Надя! Я не понимаю, над тобой издеваются, а ты говоришь, подождем немножко. Ну зачем вы так говорите? Ну кто над ней издевается? Вы с вашим сыночком. Вера! Что, Вера, что? Вот ничего себе женишок. Так не терпелось с невестой повидаться, что даже на свадьбу не пришел, да? Видно, одному слаще. Милые мои, хватит ссориться, свадьба ведь уже. Ну какая свадьба? Какая свадьба? Женишок ты тю-тю. Так, нет, еще не приехал. А скажите, может наша невеста пройти регистрацию не с тем женихом, с которым подавала заявление? Да нет, что, надо же подать новое заявление, выждать положенный срок, а что? Ничего, что, сделать ничего нельзя? Всегда можно, знаете, что-нибудь сделать. Достаточно, если очень надо. Достаточно только сказать. Извините, пожалуйста. Да. Зинаида... Зиновьевна, да. Да. Вы же знаете, мы стали посмешищем для всего вашего дворца. Мы же просили вас прекратить эту нелепую комедию. Неужели ничего нельзя сделать? Вы знаете, я уже говорила вашей супруге. Такая просьба может исходить только от вашей дочери. А вы знаете, можно даже вообще ничего не говорить, достаточно просто уехать. Боже, как болит голова. Мама, при мигрени ты нервничаешь. Дай таблетки, Вер, головы. Рушатся все мои надежды. Твою свадьбу превращают в пошлый фарс. Посмешище над самым светлым, самым радостным событием в жизни, а ты мне предлагаешь таблетки. Отстань всем таблетки. Он скоро будет, мам. Как ты меня обрадовала. Вот спасибо тебе большое. Сейчас явится толпа молодых людей, веселых. И жених, шатаясь и покачиваясь, поведет мою дочь под венец. Да. А потом вся эта веселая компания парней поедет в ресторан, где, конечно же, будут танцы и выпивка. Ну что ж вы меня все этим рестораном попрекаете? Что вам все не нравится? Ничего Свадьба вам не нравится? Жених вас не устраивает? А что вы тут тогда сидите? Переживаете, что ваша дочка без мужа останется? Надя, если захочет, выйдет замуж хоть сегодня. Пусть выходит, и слава богу. Гриша тоже не пропадет. Нет, знаете, у меня уже больше нет сил с ней общаться. Это же просто невозможно. Что будем делать, Надя? Лично я буду ждать Гришу, пока он не приедет. И кому это не нравится, я никого не держу. И вообще, мы здесь собрались для торжественной регистрации, а не для выяснения отношений. И если склока начнется снова, я не знаю. Дорогая невеста, пожалуйста, шампанского. Давайте, угощайтесь. Давайте выпьем. Друзья жениха тоже присоединяйтесь. Все Выпьем, что ли? Очень вкусное шампанское. Так, оказывается, я вовремя. Все, внимание на меня, пожалуйста. Так, невеста, давайте. Оп.
теперь, мамочки, мамочки, присаживайтесь. Давайте. Внимание. Обнимитесь, поцелуйтесь, будьте естественны. Так, дальше. Я, давайте. Ага. И нас. И вас, да, и вас, конечно, непременно. И жених. Где жених? Нет, сами. Ну, ладно, он же появится, он потом за все заплатит. То есть на вот эти фотографии не будут. Ну все. Пошла я за паршивцем сама искать его. Слыханное ли дело? Невесту позорить и 200 человек заставлять ждать. Раз думал жениться, так приди и признайся, чтобы она могла при всех тебе в рожу плюнуть. Надя, сиди, я его из-под земли достану. Ну, пока то да сё, предлагаю выпить. Правильно. Конечно, это после бани пить охота, да? Надя, жених же тоже должен заполнить анкету. Лариса, да вы присаживайтесь. Вы присаживайтесь. Выпейте со мной. Скажите, все еще молодожен обследуете? Нет, почему же? Вот сейчас я больше на втором браке сижу. Как это? Как это? Я задаю вопрос женщинам, которые состоят в браке, счастливы ли они в браке. Мы собираем результаты и анализируем их. И сколько их? Счастливых 1/3. Всего? Ну, потом мы этот же вопрос задаем женщинам, которые состоят во втором браке. Так сказать, они уже умудрены опытом, они уже знают, чего хотят. И во втором браке счастливых же больше, да? Нет, те же 30%. А что отвечают мужчины все-таки? Ой, ну мужчинам мы задаем совсем другой вопрос. Выбрали бы они свою первую жену, если бы им предложили начать жизнь заново? Ну и как? 1/4 ответила положительно. Но это из тех, которые состоят первый раз в браке. А во второй? 1/5. Ты какой же вывод? Ну как же? Это же надо менять себя, а не партнера. Надо стараться быть снисходительней, мудрее. Так в 2 словах ты не расскажешь. Скажите, что вы еще знаете о браке? Я знаю о браке все. Дело-то у вас оказывается важное, я в таком даже не додумался. Конечно, конечно. Это же миллионы разводов. Вот. 2 брака, 1 развод. Вы представляете, сколько детей осталось без отца? Сколько разбитых судеб? Мне предлагали, что называется, большие темы. Но я понимаю, что личным счастьем тоже кто-то должен заниматься. Так давайте же выпьем за счастье в личной жизни. Держу, давайте. Чин-чин. Ура! Ты вот все-таки скажи, почему браки стали такие рассыпчатые? Что за болезнь века такая? Как же? Это же очевидно. Женщины сейчас какие стали? Самостоятельные. Они все могут сами, они все умеют. И мужчина им как будто бы не нужен. Поэтому они с такой легкостью разрушают отношения. Лариса, ведь хочется, как в старое доброе время, чтобы была поддержка и опора. Хочется. Вот, например, мой первый муж. Сначала у нас все было хорошо. Но в один непрекрасный день мой Боренька подходит ко мне и говорит, что я тонк. И он не хочет быть раздавленным. И он нашел себе хрупкий нежный цветок. Нормально. Ну а ты? Я спрашиваю его, вот чем она лучше меня? А он? Он говорит, ты сама мужик, сама справишься, а она без меня погибнет. И ушла. Нет, нормально, да? Сильных баб таких бросать можно. А слабым нужна поддержка? Вот. И статистика говорит про это, что женщина идет на конфликт в 2 раза охотнее. А потом? Но ведь женщина должна быть верной, нежной, ласковой, податливой, любящей. Она должна быть хорошей хозяйкой и хорошей матерью. Должна.
кто придумал это должна. Вот те же мужчины и придумали, да? Ну, Придумали и нам навязали, мама. существуют же вечные ценности. Существуют. Существует. Существует. Ну, что-то мы их по дороге растеряли. Ну ведь можно было и не растерять, правда? А как же? Верить надо. Я вот в 17 лет решил, что встречу свою настоящую любовь, которая раз и навсегда. Все еще жду. Я до сих пор верю. А сколько у меня их уже было? А я вам скажу, вы счастливые. Вас бросали. Я ведь тоже не против. Бросьте меня. Только вы сначала соблазните. Я не поняла, ты не замужем, что ли? И не была? Как же так-то? А вот так. Вы здесь все разговариваете, а я молчу в тряпочку. Мне и сказать-то вам нечего. Я знаю о браке все, но я не знаю о браке ничего. А еще каждая подруга, которая меня встретит, спрашивает: Лариса, ты замуж не вышла? А что я ей могу сказать? А мужики, когда узнают, что я кандидат наук, вы же шарахаться от меня начинаете. Я теперь уже и молчу про это. И мне во дворец бракосочетания и приходить стыдно. Каждая невеста кажется мне опытнее меня. А я еще лекции читаю. Брак и семья. Смешно. Надо спасать человека. Так. Вот образцы фотографий. Сколько заказывать будете? Как? Ну, надо бы решить уже сейчас, а то дворец закрывается. Ну да, сейчас последняя пара пройдет и все. Я не знаю, Вера, поговори с ним. Что? Так, Что вот что. случилось? Давай, забирай свои фотографии, Почему? Не оставляй понял, визитку, и мы с тобой завтра свяжемся. Давай. В жизни раз бывает 18 лет. Так, ну что, дворец закрывается. Все. Забирайте. Посуду забираю. Давайте. Ну все? Дворец счастья закрылся, Надя? Так, Надя, что ты плачешь, Надя? Надюша, девочка моя, успокойся. Поехали-ка домой. Я тебя покормлю, чайку тебе согрею. Заживем мы как прежде, а это все забудется. Ну уже, делать там больше нечего. Вы еще здесь? Вы уже расписались? С кем? А что, Гриша не приехал? Нет. Ничего не понимаю. И в квартире его нет. Что значит? Извините уж нас, Зинаида Зиновьевна, не приехал жених. Он здесь. Как здесь? Кто, Гриша? Да, ваш Гриша. Он только что примчался на такси и сидит там у меня в кабинете. Я. Нисколько. Что же он сюда не идет? Стыдится. Интересно, что это он стыдится? Надя, несмотря на то, что дворец закрыт, мы вам можем предложить зарегистрировать прямо сейчас. Вы, конечно, подумайте, вы можете отменить регистрацию, перенести на следующий день, но если хотите, зарегистрируем прямо сегодня. Да и сотрудницы все ждут. Вы, пожалуйста, тогда подумайте, обсудите с родственниками, поговорите с женихом. Мы все ждем. Ждем вашего решения, Надя. Ну Ждем, что? родные мои, ждем. Только ничего мне не Надя. говорите. Хватит, Надежда, что с тобой? И начинайте все сначала. Господи. Целый день. Одна против всех. Я так больше не могу. Не могу. Неужели вы не понимаете, это вы? Самые близкие мне люди. Все в один голос говорят одно и то же. Да, время идет, люди меняются, и какое-то время мы с Валентином были счастливы. Но я полюбила другого человека. Это мой выбор, мое право, уважайте его. Я выхожу замуж не для вас, мама, папа, Вера, не для тебя. Да, у нас будут трудные дни, но у кого их не бывает? Он заботливый, добрый, умный, он любит меня. Вообще, что вы о нем знаете?
Я не диван себе покупаю. Я выбираю человека. И главное, зачем я ему, а не для чего он мне. И вообще, зачем я так много говорю? Ведь все и так понятно, все так ясно. Я люблю его. Понимаете? Люблю. Надя! Надя! Наденька! Надя, прости меня, прости! Я ужасно виноват перед тобой, нам такая нелепая история случилась. Я уже успела всю нашу жизнь перечеркнуть. Прости, что сомнилась в тебе и в твоих чувствах. Обещаю впредь не оставлять тебя так надолго одну, а по сомнению вновь не буду одолевать тебя. Я всегда буду верить. Люблю. Дорогие Надежда и друзья, в эти минуты вы веряете друг другу свою судьбу. Рождается новая семья. Вы вместе. Вас двое. И перед вами открывается уникальная, бесценная возможность проявлять лучшие свойства своей души. Доброту, заботу, нежность. Все то, что таится в одном прекрасном слове – любовь. Любовь соединила вас, сделала счастливыми. Храните же ее, не давайте ей увянуть в будничной суете. Я поздравляю и родителей. В детях повторяется ваша молодость. Разделите с ними их радости. Помогите справиться с первыми трудностями. Дорогие Надя и Гриша, добрый вам путь. Ваши аплодисменты для нас высшая награда. Если у вас появилось желание отблагодарить наших артистов за игру, при выходе стоит ящик, где вы сможете любой желаемой суммой финансово поддержать наш театр. Еще раз ваши аплодисменты театру роли города Ижевска, нашим артистам. Спасибо вам, наш дорогой зритель. И на счастье сделать слайд, все